В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе частично продлены ограничительные меры по защите населения республики от коронавирусной инфекции. 29 апреля под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анква прошло заседание оперативного штаба по защите населения от коронавируса. В ходе рабочей встречи было принято решение о продлении части ограничительных мер до 15 мая. В ходе совещания координационного штаба главный санитарный врач страны Людмила Скорик выступила с предложением о снятии некоторых ограничений в силу того, что они не являются эпидемиологически значимыми. Работу парикмахерских салонов красоты, косметологических салонов тоже можно ввести в действие. 14. Приостановить деятельность учреждения культуры, театра, музея, библиотеки, культурные центры, дома культуры. Единственное, что там должно быть выполняться требования, это расстояние до 1 метра. По мнению члена координационного штаба, депутата Алхаса Джинджоли, введенные ограничительные меры снимать рано. Несмотря на то, что граница официально закрыта, все же туристы попадают в республику, и за этим необходим жесткий контроль. Едут 30 человек. Каждый день, если пересекает нашу границу, все наши мероприятия на внутреннем периметре становятся просто бессмысленными, иначе говоря. Мы их не тестируем, да, у нас не было возможности тестировать всех приезжих, просто не было в таком количестве тестов. Но в то же время попадание их в эти санатории, которые мы определили, тоже стало проблемой. Пансионат Псол не готов вообще к приему населения. Санаторий Черноморец в Гудаутах не готов к приему. Представители пограничного управления СГБ Абхазии сообщили, что по 28 апреля включительно в республику въехали 370 граждан Абхазии, служащих российских военных баз 340 человек, водителей грузовых машин 434. Премьер-министр Александр Анква, обращаясь к членам координационного штаба, отметил, что несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране, полностью снимать ограничительные меры нельзя. Конечно, усталость большая, конечно, экономические проблемы, конечно, трудности практически в каждой второй семье. Но нам нужно взвесить еще раз, что важнее – перенести эти трудности, какие бы они ни были, и сохранить здоровье нашего общества. Или совсем расслабиться, снять все ограничительные меры сегодня же и завтра всем заболеть. Вот как стоит вопрос. По итогам совещания было принято решение о продлении ряда ограничительных мер до 15 мая. По-прежнему будут закрыты границы, продлены каникулы в образовательных учреждениях, запрещены культурно-массовые мероприятия. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В тот же день президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о временном продлении отдельных мер. Согласно распоряжению, до 15 мая 2020 года официально продлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в Сухуми и районах в соответствии с графиком, который определят главы администрации совместно с СЭС, но не более 3 дней в неделю. С 1 мая возобновилась работа вещевых рынков в Сухуми и районах, также по графику, и также не более 3 дней в неделю. До 15 мая запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе свадеб и других торжеств, а также туристская и экскурсионная деятельность. До 15 мая запрещено бронирование мест, прием и размещение отдыхающих. До 15 мая ограничен въезд граждан в Республику Абхазия через абхазо-российскую границу, за исключением работников дипмиссий иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих погрануправления ФСБ России в Абхазии, российской военной базы, водителей транспортных средств, которые выполняют международные перевозки, машинистов грузовых поездов, граждан Абхазии, выписанных из медучреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц, новорожденных и их родителей, выписанных из медучреждений за границей, при условиях обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними, провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих лиц. Гражданам, въезжающим в республику, необходимо обеспечить изоляцию на срок 14 дней со дня прибытия из стран, где зафиксированы случаи заболевания COVID-19. До 15 мая запрещена деятельность магазинов дьюти-фри на абхазо-российской границе, а также работа объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов.
До 15 мая также запрещена работа фитнес-центров и спортивных залов, спа-салонов, саун, массажных салонов. Запрещено оказание стоматологических услуг за исключением экстренных обращений. Запрещена деятельность учреждений культуры. Согласно распоряжению, до 15 мая освобождаются сотрудники организаций старше 60 лет, а также работники, имеющие детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых обязанностей, без ущерба для работы с сохранением заработной платы. Запрещается направление работников в зарубежные служебные командировки до 15 мая 2020 года. Деятельность детских дошкольных учреждений также запрещается. Каникулы в школах, абхазских вузах и среднепрофессиональных образовательных учреждениях продлеваются до 15 мая. Запрещается деятельность образовательных кружков, спортивных, танцевальных залов и секций. Также гражданам рекомендовано не посещать до 15 мая культовые объекты религиозных организаций. Согласно распоряжению, с 1 мая возобновилось движение пригородного общественного транспорта в дни работы рынков и движение внутригородского общественного транспорта. Министр здравоохранения Абхазии совершил инспекционные поездки в Галт, Хуарчал и Ачимчиру. Глава Минздрава проверил готовность центральных районных больниц к возможной вспышке коронавирусной инфекции. Прямо во дворе Галской центральной районной больницы развернут сортировочный пункт, где принимают пациентов с повышенной температурой. В случае подозрения на коронавирус идет забор анализов и их отправка в Сухум. На сегодняшний день в стационаре лежит 5 человек с соматическими заболеваниями. Больница оснащена 2 аппаратами ИВЛ. По одному аппарату установлено в реанимобиле в машине скорой помощи. Кроме того, больница оснащена необходимыми средствами индивидуальной защиты и медикаментами. В среднем в районе в скорую помощь обращаются до 30 человек за сутки. Одна бригада занята на государственной границе, вторая бригада занимается на КПВ «Канал», это въезд в город, и 2 врачебные бригады круглые сутки несут дежурство по городу и по селам. Но в первую очередь, естественно, выступают сердечно-сосудистые заболевания. Это нарушение мозговых кровообращений по разному типу, там, по типу ишемии, по типу геморрагии. Второе – это сердечно-сосудистые заболевания. В Хуарчальской центральной районной больнице за время карантина было обследовано 3 пациентов с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился. В ЦРБ есть 2 аппарата искусственной вентиляции легких, которые еще ни разу не использовали. В целом эпидемиологическая ситуация в районе спокойная. В Ачимчирской центральной районной больнице также отработан механизм действий при подозрении наличия у больных коронавирусной инфекции. Больница оснащена необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, 2 аппаратами ИВЛ. За все время карантина в больницу не поступал ни один пациент с подозрением на коронавирус. 28 апреля министр посетил Гагарскую и Гудаутскую районную больницы и проверил их готовность к возможной вспышке заболевания. В Гагарской центральной районной больнице развернут сортировочный пункт, где идет первоначальный осмотр пациентов. В Гудаутском госпитале есть необходимые препараты и оборудование для борьбы с инфекцией. Сейчас обстановка спокойная, пациентов нет с заболеванием инфекционным, обеспечены вполне, готовы принимать пациентов любого уровня сложности, в любом состоянии. Для этого все есть. О том, как сегодня контролируется ситуация в республике по недопущению проникновения и распространения в Абхазии коронавирусной инфекции, какие меры предпринимаются для карантина людей, въезжающих в нашу страну, и насколько велики резервы Минздрава для борьбы с возможной вспышкой COVID-19, мы побеседуем с гостем в студии, министром здравоохранения Абхазии Тамазом Цахнакия. Здравствуйте, Тамаз Мурманович. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию и согласились с нами поговорить на важные для нашего общества темы. Сразу же первый вопрос хочу задать о том, что вот прошел практически целый месяц достаточно жестких ограничительных мер, которые мы здесь все в Абхазии пережили, и сейчас в стране жизнь практически вошла в привычное русло. Тем не менее, какие-то меры остались, и я бы хотела, чтобы вы сказали о том, какие ограничения, какие меры, безусловно, нужно все-таки выполнять до сих пор и далее. Прошло практически 2 месяца с того дня, как было принято первое распоряжение на тот период исполняющего обязанности президента о принятии соответствующих чрезвычайных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, значит, в мире и в сопредельных государствах в первую очередь.
И, безусловно, вот меры, в первую очередь, самоизоляции, закрытие учреждений, запрет на проведение различных мероприятий, массовых, спортивных и ряд других пунктов этого распоряжения, все о них знают, дали свой вот этот положительный результат. Хотя, несмотря на это, все-таки 3 случая коронавирусной инфекции у нас на территории мы зафиксировали. Причем 2 из них это завозные случаи наших граждан, но те, которые прибыли к нам из Москвы в частности. Таким образом, очень высокий риск именно завоза этой инфекции в Республику Абхазия. Здесь, внутри в стране, мы крайне низкая вероятность того, что мы заразим друг друга источниками. Источник извне. Поэтому самое главное, вот с нашей точки зрения, самое важное решение – это закрытие государственных границ. Для того, чтобы максимальнейшим образом минимизировать вот доступ в нашу республику до тех пор, пока идет рост числа инфицированных вот, в сопредельных государствах. И на сегодняшний день, кстати говоря, несмотря на то, что эти меры продолжаются, они не сняты, я имею в виду по государственным границам, отмечается достаточно большое количество вот, переходов в границу, но именно нашими гражданами, которые возвращаются, там прежде всего из Москвы, из Краснодара, с других регионов, из Петербурга. И это очень большой риск, поскольку они рискуют сами заинфицироваться, и они подвергают риску, соответственно, тех вот своих родных и близких, которые их встречают. То есть такой риск существует, в этом опасность. И вот я и хотела спросить, насколько отработан механизм того, чтобы вот эти люди не стали источником заражения здесь у нас в стране. То есть вот они прибыли, как дальше с ними поступают, как они сами поступают для того, чтобы не разносить инфекцию, и насколько, правда, вот этот механизм надежен? Вы знаете, установлено, что тот же вот механизм, который мы ввели, вот именно самоизоляцию, он дал свои эффекты положительные. То же самое было и в России, продолжается, и в других странах. Поэтому, что касается вот организованных коллективов, например, тех же медицинских работников, контактных лиц, тех же, допустим, сотрудников различных служб, студентов наших, которые вот возвращаются сегодня домой, это в том числе курсанты военных вузов, они все организованно направляются в соответствующий дом отдыха в городе Сухум, который сегодня определен в качестве обсервации. Вот у нас на сегодняшний день там 23 человека находятся. Это медики? Медики и студенты, которые вернулись. И, кстати говоря, они вот возвращающиеся предъявляли справки об отсутствии вот именно коронавирусной инфекции, но тем не менее, в связи с тем, что они следовали через определенную территорию, самолеты, поезда, мы их взяли на 14-дневный карантин. Там они будут находиться круглосуточно, естественно. Все необходимые условия для этого созданы. Каким образом их встречали на границе? Как они туда доехали? Вот как это все происходило? Их встречал спецтранспорт, который стоял на границе. Там, соответственно, присутствовали представители санэпидслужбы, МВД и пограничного управления. Все это фиксируется документально, заполняются соответствующие анкеты прибывающего. Вся информация фиксируется и передается в соответствующую службу МВД и республиканскую СЭС. Это касается не только курсантов, но и всех, кто пересекает границу. Соответственно, сотрудники санэпидслужбы отслеживают их в дальнейшем, ну, как правило, в режиме телефонных звонков, контролируя там их состояние, температуру. Органы внутренних дел
стараются, значит, отслеживать их пребывание по месту проживания, но не всегда это, конечно, им удается, поскольку у человека в паспорте как бы одно место регистрации, а проживает он в другом пункте, и тут определенные сложности возникают. Здесь очень важно, помимо того, что службы задействованы, но они не всегда, к сожалению, эффективно срабатывают. Тут очень важна ответственность каждого гражданина. Подвергать себя опасности и всех окружающих. Понимаете? Очень сложно. Вот мы наблюдаем ситуацию сегодня в Кавказских республиках. Там крайне неблагоприятная обстановка в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в Ингушетии, в Северной Осетии. Там резкий всплеск вот инфицированных, по 300, 500, 600 до 1000 больных. И все они завозные. То есть граждане прибыли, и, соответственно, вот эта цепочка передачи инфекции от человека к человеку, вот она и произошла. Ну вот у нас тоже очень силен такой так называемый человеческий фактор. Вот приехали дети, студенты, ребята, там, родственники, родители, друзья, которые их давно не видели. Вот как они, не случалось так, что они как-то пересеклись, контактировали, или их сразу посадили в спецтранспорт и отправили вот Вот в курсантов изоляцию? наших мы так и, вот, и отправили. Их спецтранспорт встречал вот, по линии Министерства обороны. Их транспортировали, там никаких вопросов совершенно не было. Скажите, там вот в дом отдыхе, там насколько люди соблюдают вот эту изоляцию, потому что по нашей информации говорят, что они там гуляют спокойно по территории, ну, правда, не знаю, выходят или нет, но есть такое или нет? Да, были случаи, когда они в одиночном плане выходили, там не группой, а по одному человеку, да, такие моменты были. Ну, там особых рисков не было в этой связи. За пределы территории они не уходят. Помимо собственной охраны учреждения, там дежурят 4 сотрудника МВД круглосуточно. Они находятся по своим комнатам. Им непосредственно туда доставляется пища, трехразовое питание. Там дежурят наши волонтеры, медики, которые осуществляют, прежде всего, температурный контроль вот, всех находящихся. То есть в целом там все очень хорошо организовано. Возникла тема питания людей вот в таких местах, да, в карантинных зонах, которые у нас есть. Вот я бы хотела, чтобы вы дали такую информацию, чтобы люди и не беспокоились и поняли, в чем дело, что питание на данный момент для них является платным. Вот Хоть что, и минимально по стоимости. да, 460 рублей в сутки – это для всех граждан, которые пожелают там находиться и которые должны там находиться. Конечно, в каждом индивидуальном случае будет соответствующий индивидуальный подход, но что касается госслужащих, то для них все бесплатно. Вот Я так. имею в виду медицинских работников и при необходимости других сотрудников соответствующих служб, которые будут туда направляться на обсервацию, для них бесплатно. Ну вот мы говорили о том, что важно не завести инфекцию извне, из-за рубежа, и в этой связи ну, все равно поступает информация, что наши границы не столь плотно закрыты, чтобы люди вообще как-то не проникали. В частности, к сожалению, туристы. Вот, ну, по крайней мере, у журналистов есть такая информация. Могли бы вы как-то прокомментировать этот факт, и насколько это имеет место, не имеет места совершенно, или же, вот, что бы вы могли сказать? Вы знаете, мы об этом тоже слышали, но официальной информации из пограничного управления по этому поводу мы не получали. Я хочу сказать, что мы постоянно находимся в контакте со всеми силовыми структурами, которые задействованы в этой работе в рамках штаба. Но официальной такой информации не поступало. Видимо, необходимо будет дополнительно изучить уже специальным структурам этот вопрос. Ну, сам оперативный штаб, он не, как бы не пытался контролировать, отслеживать вот эту ситуацию? Конечно, мы всегда об этом говорим.
Мы регулярно инспектируем различным способом. Это, как правило, наш главный санитарный врач и по республике, и по региону контролирует границу, внезапные проверки совместно с сотрудниками милиции. Ну, на тот период, конечно, вот такого рода нарушения не были зафиксированы. Вот. Были другие моменты, которые в техническом порядке решались на месте. Но, видимо, здесь необходимо будет усилить, конечно, усилить контроль и вообще все силы направить на вот именно государственные границы для того, чтобы максимальнейшим образом минимизировать вот этот риск. А как себя вести людям все-таки сейчас? Ну, понятно, рынки заработали, магазины как работали, так и работают, но я имею в виду продуктовые. Ну, много предприятий открылось, но тем не менее, как вы считаете, стоит ли соблюдать какие-то меры предосторожности, носить маски, перчатки, там, пользоваться какими-то жидкостями дезинфицирующими для того, чтобы как-то не заразиться? Или вы думаете, что это чрезмерные меры? Вот те ограничения, о которых вы говорили, они были действительно ослаблены либо сняты. Но это совершенно не означает, что мы должны расслабиться и не принимать вот меры индивидуальной защиты. Их никто не отменял. И в последующем не собирается этого делать. Я имею в виду в плане все-таки чаще находиться дома, носить маски, пользоваться дезрастворами. Понимаете, вот, допустим, при перемещении в общественном транспорте быть в маске, соблюдать дистанцию между людьми. Это очень важные моменты, которые надо делать. И последний указ, он, собственно говоря, все эти меры закрепил. Во всяком случае, большинство мер ограничительного характера, повторяюсь, за исключением вот общественного транспорта, работы рынков в определенные дни и другие моменты, все остальное осталось до 15 мая в прежнем режиме. Ну а после 15, конечно, в зависимости от эпидситуации мы будем смотреть, и штаб, соответственно, и руководство республики будут принимать соответствующие решения по предложению штаба и Министерства здравоохранения. Если будет ситуация оставаться такой же, собственно, относительно благополучной, как на сегодняшний день, то какие-то, конечно, определенные меры тоже будут отменены или какие-то послабления, но это на перспективу. Сейчас но вы пока не предполагаете, какой будет эта ситуация? Но, вы знаете, достаточно убедительно и однозначно сказать не может никто. Даже эксперты, которые непосредственно занимаются этим вопросом. Мы руководствуемся данными Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Как развивается эпидситуация в соответствующих странах, насколько она интенсивна, отмечается ли спад числа зараженных на сегодняшний день, мы пока этого не видим. В Российской Федерации уже больше 100 тысяч больных, инфицированных. Поэтому по некоторым прогнозам, да, вероятнее всего, определенная тенденция к спаду будет. Но сколько этот спад будет продолжаться, трудно сказать. Вот прибыли молодые люди с учебы, да, на каникулы, их разместили в соответствующее учреждение. Я хотела бы узнать, как дальше будут, по поводу анализов, будут ли проводиться тесты, когда, и вообще много говорят о том, насколько эти тесты точны. Вот прокомментируйте, пожалуйста. У нас на базе Республиканской бактериологической лаборатории проводится ПЦР-диагностика. ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции, то есть выявление самого антигена, вируса. То есть это достаточно достоверное исследование, поскольку мы неоднократно проводили внешний контроль качества с участием экспертов ВОЗ и
сотрудников Ставропольского противочумного института. Кстати говоря, именно в их присутствии проводилась инсталляция этого оборудования, запуск его, другими словами. И те исследования, которые проводились, контролировались в том числе теми контрольными реактивами, которые они привезли и значит, провели повторно вот те тесты, которые у нас были, в том числе положительные. Они подтвердили их достоверность в том же Ставропольском противочумном институте. То есть, что дает нам основание говорить о том, что наши исследования достоверны. То есть, они выполняются правильно. Что касается экспресс-диагностики, ну, как вы знаете, они только вот недавно вышли в производство, и мы буквально вот в течение следующей недели ожидаем первую партию вот, тест-систем для проведения экспресс-диагностики, иммунофермерного анализа для определения антител в крови. Что это нам дает? Понять, болел человек или нет. То есть, если человек переболел, безусловно, у него в крови будут выявлены вот эти антитела. Это скрининговый метод исследования, направлен на большое количество пациентов, ну, граждан, которым показано исследование. Как много этих тест-систем прибудет? Ну, мы приобрели 5000 тест-систем, но вот в ближайшее время у нас будет поставка 1200. Это российские тест. Да, российские и корейские. Вот. Но последующая поставка будет, это уже для диагностические системы, вот для ПЦР-диагностики. На сегодняшний день у нас порядка вот на 700 исследований, ПЦР-исследований есть, и более 300 исследований уже выполнено, из которых, как вы знаете, было всего 3 положительных результата, 2 из которых пациентов, значит, выздоровели, одна, к сожалению, скончалась. Будут проверять курсантов в ближайшее время? Да, там есть установленные сроки, то есть это будет на 7-8 день с момента прибытия, первая постановка. Ну, вообще я хотела бы, чтобы вы оценили, говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло, ресурсы Минздрава, насколько они, скажем так, насколько их стало больше после того, как стали в Абхазии готовиться к тому, чтобы не пропустить сюда коронавирус. Вот могли бы вы сказать, вообще всегда же была нехватка там чего-то, постоянно там препаратов, оборудования. Сейчас с помощью и наших предпринимателей, и диаспор что-то в Абхазию поступило. Вот как вы сейчас оцениваете уровень оснащенности, скажем так, медучреждений в нашей стране? Ну, первое, значит, мы вот к концу 2019 года, в начале 2020 года в рамках реализации ведомственных программ, конечно, сделали определенный резерв медикаментов, понимая, что первый квартал Нового года всегда сложный в плане финансирования, там, исполнения бюджета, реализации целевых программ. Учитывая все эти моменты, мы создали определенный резерв, он нам и понадобился. Когда ситуация начала развиваться вот, по коронавирусной инфекции, это конец января, естественно, мы в оперативном режиме создали резервы не только по государственной аптечной сети, но и по всей аптечной сети, в том числе коммерческой. Основные крупные аптечные склады, их руководителей мы призвали создать резервы, они это сделали. И у нас по сей день вот неприкосновенный запас существует по препаратам, ну скажем так, общего применения, скажем, для оказания неотложной помощи и так далее, и так далее. Что касается, у нас был достаточно хороший набор противовирусных и антибактериальных препаратов. Как правило, мы их использовали, вот когда 2 вспышки сезонных острых респираторных заболеваний, которых на сегодняшний день практически нет уже. Были больные с пневмониями, которые поступали постгриппозными
вот на лечение этих пациентов. И когда была создана организация наших бизнесменов «Мы вместе» и, соответственно, абхазская, московская диаспора, они нам осуществили поставку этих медикаментов, которые применяются именно для лечения COVID-19, там противовирусные препараты, антибиотики последнего поколения, там ряд других препаратов, которые применяются в интенсивной терапии и реанимации. Большое количество расходного материала, из оборудования, но это прежде всего аппараты искусственной вентиляции легких. У нас в наличии было, вместе с наркозно-дыхательными аппаратами 37 единиц по республике. Организацией «Мы вместе» было приобретено 21 аппаратов искусственной вентиляции. И еще 4 аппарата фаза 5 были подарены абхазской диаспорой московской. Что касается аппаратов искусственной вентиляции фаза 5, сегодня там много разговоров по этому поводу. Хочу сказать, что эти аппараты не предназначены для проведения искусственной вентиляции легких. Для этого есть современное оборудование, которое, я имею в виду аппараты ИВЛ, которые установлены в отделении реанимации Гудаутской клинической больницы, где у нас развернута именно клиника для ковидных больных. А фаза 5 может применяться в виде по типу кислородного концентратора, то есть масочная подача кислорода, не более того. Никакой искусственной вентиляции легких этим аппаратом не проводится. Что касается другого оборудования, это были те же рециркуляторы ультрафиолетовые, те же кислородные концентраторы, это электрокардиографы, дефибрилляторы, и так далее, и так далее. То есть достаточно большой спектр оборудования, расходного материала, которым сегодня обеспечена прежде всего Гудаутская больница, так как это центральное учреждение на сегодняшний день. Там развернуто на 350 коек, из которых 70 исключительно в инфекционном корпусе и отделение на 35 коек. Кроме того, обеспечены и службы скорой помощи, которые по районам в том числе, которые осуществляют выезд к пациентам и забор биоматериала. Инфекционная больница, как учреждение, городское учреждение. То есть, и, соответственно, у нас созданы резервы. На сегодняшний день мы полностью можем обеспечить полный цикл лечения до 700 больным. Одновременно? Не, одновременно это будет одновременно 700 человек не поступает, но мы говорим сейчас о тяжелых больных. Если вдруг, не дай бог, будет вспышка заболевания, то сколько наша медицина может одновременно выдержать нагрузку, сколько наплыва людей, какое количество людей сможет выдержать? Но, как и во всем мире, если такая ситуация развивается, все больницы становятся ковидными практически. Одна остается там для оказания хирургической помощи, экстренной, там, общесоматической. Все остальные переводятся на инфекционный профиль. Но у нас на сегодняшний день может быть развернуто 750 коек для этих больных. Тимур Мурланович, вы, как и прежде, остались при новом правительстве министром здравоохранения. Поздравляем. Спасибо. И хотелось бы в этой связи спросить, какова будет судьба этих целевых программ, которые были заложены в бюджет. Сейчас информация о том, что бюджет, возможно, будет меняться. Затронут ли это секвестирование целевые программы? Я думаю, что приоритет все-таки будет отдан здравоохранению. Потому что лечебный процесс останавливать ни в коем случае нельзя.
Во всяком случае, такие важнейшие целевые программы, как лекарственное обеспечение, проведение гемодиализа, лечение больных, то есть оказание высокотехнологичной медицинской помощи, все это должно быть продолжено. Собственно говоря, и по сей день продолжается. Здесь никаких проблем у нас не было. И все ресурсы, наши скудные ресурсы, они прежде всего направлены на здравоохранение. Я думаю, что вот по основным целевым ведомственным программам все-таки проблем не будет. То есть как оказывалась помощь обычным больным, скажем так она и оказывается, никаких проблем в этом не было. Нет. То есть никому не отказывали в приеме, когда особенно были ограничительные меры. Нет, мы никому ни в чем не отказывали. Были случаи, когда, несмотря на то, что с российской стороны граница закрыта, но в некоторых случаях, когда больные нуждались в оказании высокотехнологичной, причем неотложной медицинской помощи, российская сторона шла навстречу по нашей договоренности, мы их отправляли в клиники Краснодарского края, прежде всего, ну, по тем направлениям, где у нас были сложности. А в остальном наши специалисты, наши больницы работают в таком очень усиленном режиме. И, кстати говоря, очень успешно справляются со своими задачами. Один из методов диагностики COVID-19 является компьютерная томография, одним из методов. Скажите, пожалуйста, у нас на данный момент, я помню, что было, по-моему, 2 КТ, которые испортились, один в Гуль-Рипше и 2 компьютерных томографа, испорченных в республиканской больнице. Было. Сейчас в Абхазии ничего нет, Нет, да? нет, конечно, это не так. В республиканской больнице томограф работает прекрасно. 64 среза, это вот томограф Toshiba, который вот некоторое время стоял, к сожалению, в нерабочем состоянии, потому что в связи с вот скачками электроэнергии сгорела рентген-трубка, Да, бывает. за которую пришлось, значит, порядка 164 тысяч евро ее стоимость. Но, тем не менее, этот вопрос был закрыт, томограф работает. Другое дело, что этот томограф работает для соматических больных. Естественно, ковидных туда привозить нельзя. И еще 2 компьютерных томографа, один в Гагре, другой в Агудзере. В Гудаутской больнице томографа нет. Но учитывая то, что это учреждение определено у нас в качестве центрального, вот для COVID-19 маем или июнем месяцем не закончится. У нас впереди еще осень, зима, и что нас ожидает, мы не знаем. Возможно, и грипп будет также, значит, иметь место, вот вспышки, хотя в этом году не в таком количестве, но тем не менее. Атипичные пневмонии и так далее, и так далее. То есть мы должны быть к этому готовы, и поэтому на сегодняшний день рассматривается такая возможность приобретения томографа именно для Гудаутской больницы. То есть покупка томографа? Покупка, либо, значит, возможно, вот путем переговоров с международными организациями, мы сейчас тоже активно ведем, может быть, получится и по этой линии. Но главное, чтобы он был. Да. Благодарю за интервью. Спасибо вам большое за все, что вы нам рассказали, за всю вашу информацию, за вашу работу. Спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И я сразу хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях был руководитель штаба по борьбе по защите населения от коронавируса и министр здравоохранения Абхазии Томас Сахнаки. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о структуре Кабинета министров Республики Абхазия, в соответствии с которым утверждена следующая структура правительства.
Во главе правительства премьер-министр, первый вице-премьер и 3 вице-премьера. Вместо 12 министерств в правительстве Абхазии теперь 14. Госкомитеты по сельскому хозяйству и по курортам и туризму стали вновь министерствами. Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики. Министерство демографии и репатриации преобразовано в Госкомитет по репатриации. Министерство просвещения и Госкомитет по государственной языковой политике объединили в Министерство просвещения и языковой политики. Госуправление по экологии и охране природы стало Госкомитетом по экологии, Госуправление по энергетике, транспорту и связи реорганизовано в Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Функции и полномочия ведомства в сфере энергетики и транспорта передали Министерству экономики. Название Госуправления по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству сократилось. Теперь это Госуправление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Госуправление по строительству стало называться Управлением капитального строительства. Таким образом, в правительстве всего 14 министерств, 8 госкомитетов и столько же госуправлений. На этой неделе началось формирование нового кабинета министров. Первым вице-премьером Абхазии назначен Беслан Джопуа. Вице-премьером, министром финансов Абхазии стал Владимир Делба. Указ о назначении подписал президент республики Аслан Бжания 28 апреля. Министром здравоохранения Абхазии назначен Тамаз Цахнакия, министром соцобеспечения и демографической политики Руслан Ачба. Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь возглавил Лев Квициния. Указы о назначениях подписал президент Аслан Бжания 29 апреля. В тот же день глава государства подписал указ о назначении исполняющим обязанности гендиректора Абхазской государственной телерадиокомпании, заслуженного журналиста Абхазии, члена Союза журналистов Атара Лакарба. 30 апреля продолжилось формирование новой исполнительной власти в республике. МВД Абхазии возглавил Дмитрий Дбар. Беслан Эшба назначен исполняющим обязанности главы администрации Сухума, сменив на этом посту Кана Кварчия. Министром по налогам и сборам по-прежнему остался Даур Курмазия. Исполняющим обязанности главы администрации Гагарского района стал Юрий Хагуш. Указы о назначениях были подписаны президентом Асланом Бжания в четверг, 30 апреля. На 84-м году ушел из жизни ученый-социолог, общественный и политический деятель, кандидат философских наук, почетный профессор, герой Абхазии Муса Шанибов. Муса Магомедович в 1989 году возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа, а в ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации народов Кавказа. Он один из тех, кто пришел на помощь Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Муса Шанибов – автор более 50 научных публикаций, 11 монографий. Репортаж Сарии Кварацхелия. Имя героя Абхазии Мусы Шанибова известно в каждом доме нашей страны. Он был рядом с абхазским народом в тяжелые времена конца 80-х, когда грузино-абхазские отношения накалялись с каждым днем. Особую роль Муса Магомедович сыграл в Отечественной войне народа Абхазии. Будучи президентом Конфедерации горских народов Кавказа, он по мере возможности прорывал информационную блокаду вокруг Абхазии. Кроме того, организация, которую он возглавлял, занималась формированием добровольческого движения. Во время нашей войны роль Мусы Шанибова очень заметная была. Ну, во-первых, его был период, где арестовывали в Нальчике, где он побег совершил тогда из этого заключения. Ну и здесь, в Абхазии, он управлял всем добровольческим движением. Он пользовался большим авторитетом. Вообще организация Конфедерации народов Кавказа большим уважением пользовалась и в кругу северокавказских добровольцев и казаков тоже с юга России. И Муса Шанибов возглавлял всю эту деятельность. Большая потеря. Я думаю, что здесь в нашей памяти абхазского народа его имя должно быть запечатлено достойным образом.
Создание Конфедерации горских народов Кавказа стало важной вехой в борьбе за национальные интересы Абхазии. После начала Отечественной войны в 1992 году Конфедерация работала во всех Кавказских республиках, координировала добровольческое движение, организовывала их отправку в Абхазию. В 1991 году на Третьем съезде Ассамблеи горских народов в Сухуми представители 12 народов подписали договор и приняли декларацию о Конфедеративном союзе горских народов Кавказа. Я профессор на университете Усазвазуя, зигизигнижны брадана, псна и бичран, брапсна катаку зигидрил сургуштахо. Ус ацараку худжики сгезараб хапира о девра кудракушит. Нахикушит, нас яштах ичкун тахайт. Ихим газ хагигаз, мапснехна газ зигизигери хигаз швриара. Аджибая, адибала добрикунт, яха. Абснезги. Вахаг хагвалам шозерги беси о хагвала шеларо. И реши тахазиб шапснаало. Или пстазара. Фархатара пстазара. Нарта репас. Фархат фиало насадзадил швик нарта анна сотирцза ан. Реши забола. Абас хневазар. يحقق بخزارة نار تارخ بخزارة يزحاوت يرجع زعه وبيدا صليت حبس يسبخت. Почетный профессор, ученый-социолог, общественный и политический деятель Муса Шанибов окончил юридический факультет Ростовского государственного университета, кандидат философских наук, доктор социологических наук, доцент кафедры политологии Кабардино-Балкарии. Муса Шанибов также был профессором Абхазского государственного университета. Для коллектива АГУ уход из жизни Мусы Магомедовича – особая утрата. Очень многих людей встречал в своей жизни, ученых и так далее, но чтобы вот в одном лице вот так вот сконцентрировалось вот это мужество и борьба за права народов и прекрасная научная деятельность, которая ему помогала во всем этом, вот таких людей действительно мало. Все мы живем под Богом. Это большой удар по коллективу нашему. Конечно, его лекции, его семинары, его опыт богатейший навсегда останутся в нашем университете. Будут помнить и его студенты, и его коллеги. Для нас это был великий ученый, великий человек Кавказа. И сколько он вложил в развитие нашей кафедры, в развитие нашего государства. Нам выпало всем членам кафедры большая честь работать с ним. Мы все печалимся сегодня, мы пишем, вспоминаем, говорим, звоним друг другу и соболезнуем прекрасной его семье. Он даже в последнее время говорил нам: если смерть настанет в Абхазии, я должен быть похоронен здесь. Это моя родная земля, это родина моя. Он просто слов не находил, насколько он любил нашу страну. Муса Магомедович – автор более 50 научных публикаций, 11 монографий, среди которых «Победа единства», политический анализ конфликтных ситуаций на Кавказе, социальные проблемы трудового коллектива, исследование, экспериментирование, прогнозирование, планирование, а также инновации управления и самоуправления социологическими процессами в экстремальных условиях. Уход Мусы Шанибова – это невосполнимая утрата для абхазской науки и образования. Он навсегда останется в памяти всего абхазского народа героем и человеком с большой буквы. Сария Гварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Акаба. Во время войны Сергей Акаба был в числе тех, кто с первых дней встал на защиту Родины, принимал участие в вооруженном столкновении на Красном мосту, был ранен. После выхода из госпиталя Сергей Акаба вновь в рядах абхазской армии и участвует в боевых операциях до самого окончания войны. Сергей Арсанович скончался на 79-м году жизни.
زكيفيني شخصرزي يجوخبا يولا زوحنيز يخطرني قاني خنيجي زي شخصات سنتاس كده فين كده أمس دخا يجبا قبسن بلا يماجم كوني قبا بريراب خيا تخت بن بيعي بشرة هنالغو زكشنا ينركنا درجة با غني بخيت أجار درد قلنا يرجوس قد ماك دجوم زرجي ويراتكس يتجي يخلط شوي زكي وسيم تخوزو بيرا أجار درد قلنا أخينا كنزوخن زي مي بيقول راب خبي أمش قرآن براكة تشدار أخيويت يشبر خوجو غون بكرة قدوتا غوسبيتال خوشتراها وان بي مسكوات بكرة ده شبي بتديجين شبي ده كل بدنا الله بشري نوم قدس دنا يجوب شان تريلا قلنا أتسخطن ز أي بشرة يخيك ودي نيجتويت أي بشرة خكنا إنفاليد أي بتجو جروب إنفاليد صدقا أي بشرة نيل قاش تحكي جينا بيخت صندم تزيد يقويت حوان بدرس بيخور يحاول دش زينا وزعلقي أي بشرة تحكي جيك أو تعرف خراد زرا إن بيركويت يخوجد برياج كونيمو أي بشرة تخوب دنيز وبري ديفر كلنا خوجي براديمن أبراغور لبشريون نشارخ يعزون يتعاتفرق بري دي حالت يتعاتفرق يبون تشو يتعاتفرق الخوغن يريتون وسقنا تقول زاشة شكال وغوان يريا بس الحري حوز مستشجز أتفسه بيخوري حوز تشجز زيرادو كزالك دي خاص تقول عم تزوح الناس بستاذ على دالتي ترتحي تدخل فرد فيوب يخلط زرت فيوب ما تدفع جلراكوب يرى يمشي يخلط زير زنخات سكويانا قد يرى شرب شجس سرينا خسي تروح زبو يابخوا شرب شجس حبسن بلا جاري زحوادر زنخابه رجوعن كرامتا تشلخوا برجعني صوب يفقلن يبشوازكي تزدروازكي زكي. На этой неделе не стало знаменитого ученого Бориса Лапина. Борис Аркадьевич с 1958 по 1992 годы возглавлял научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Борис Лапин – профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, научный руководитель Российского научно-исследовательского института медицинской приматологии, ветеран Великой Отечественной войны. 10 августа Борису Аркадьевичу исполнилось бы 99 лет. Из-за ограничительных мер, введенных в республике, многие банки Абхазии осуществляют реструктуризацию задолженностей. На каких условиях происходит отсрочка платежей и как пандемия повлияла на обслуживание банкоматов, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Эсма Голландия. Из-за карантина и связанного с ним экономического кризиса многие граждане Абхазии столкнулись со снижением доходов. В этих условиях некоторые заемщики не в силах выполнять свои обязательства по кредитам. Национальный банк Абхазии рекомендовал кредитным организациям осуществлять реструктуризацию задолженностей, то есть отсрочку по платежам. Временно заморозить оплату могут как обычные граждане, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица. Мы на первом этапе дали право сберегательному банку сдвинуть график возврата кредитов на 3 месяца, в надежде на то, что в течение 3 месяцев ситуация стабилизируется. Но понятное дело, если картина будет продолжаться и дальше, то мы будем думать о том, чтобы увеличить сроки возврата. В сберегательном банке на данный момент около 100 заемщиков, которые обратились в банк с просьбой реструктуризировать, то есть пересмотреть график возврата кредитов. Все решается в индивидуальном порядке. Большинство коммерческих банков поддержало инициативу и готово идти на уступки своим клиентам. При том, что, по словам специалистов, новые условия по отсрочке считаются более выгодными для заемщика, нежели для самого банка. Мы рассматриваем все случаи, каждый индивидуально подходим, рассматриваем, изучаем ситуацию. И могу сказать, что в 99% случаев мы идем навстречу и делаем отсрочки по платежам. Но вы должны понимать, что проблемы стоят не только перед клиентами, проблемы серьезные перед банками, потому что обязательства банков никто не отменял. Не получая процентный доход, не получая платежи по задолженностям, мы в свою очередь можем стать перед угрозой невыполнения своих обязательств перед нашими клиентами, что абсолютно недопустимо.
Банковские клиенты столкнулись с еще одной проблемой. На сегодняшний день не во всех банкоматах можно снять наличные. После введения чрезвычайного положения некоторые кредитные организации из-за нехватки средств стали реже пополнять свои банкоматы. По этой причине нагрузка на работающие банкоматы существенно увеличилась, и, соответственно, людей в очередях стало больше. Пожалуйста, вы без труда сняли наличность? Без труда. Да, нормально. Просто вот не знаю, будут ли проценты. Пока не видно процентов. Но, наверное, будут, мне сказали. Не сталкивались с тем, что вот подошли, а наличности нету, не смогли снять? Ну, не было. Вот какой банк? Другой банк, не Сбербанк. На углу там какой-то банк. Посоветовали сюда подъехать. Пришла, без проблем, сняла деньги, иду домой. У меня лично не было проблем, но это в Сухуми. Я живу в Афоне у нас проблемы есть. В банкоматах нет денег. Вот сегодня я попала в Сухум, спокойно взяла деньги. По словам Беслана Барателия, подобная картина, скорее всего, продлится до открытия границ и активизации внешнеэкономической деятельности республики. Безусловно, есть сложности. Я хочу, чтобы наши граждане не паниковали. Денег, в принципе, будет достаточно. Другое дело, что пока такая ситуация, пока закрыта граница, пока испытывают сложности предприниматели и, соответственно, выручка в банке значительно сократилась на 50-60%, меньше прихода стало. Будет сложно в том плане, чтобы система работала идеально. Всего в Абхазии более 120 банкоматов. На сегодняшний день центральные банкоматы, расположенные в головных офисах, продолжают работать без перебоев, в то время как периферийные очень часто простаивают. Как долго продлится карантин и какими будут его экономические последствия для Абхазии и всего мира, спрогнозировать очень сложно. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что есть два варианта развития событий – кризисный и конструктивный. В первом случае кризис захлестнет все страны мира и станет очень масштабным. Во втором случае мировая экономика все же сумеет выйти из кризиса с минимальными потерями. Какими будут новые условия жизни, покажет только время. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне вышла в свет книга «Бессмертный полк Абазины». Книга подготовлена редакцией газеты «Абазашта». В сборник вошли имена всех погибших и вернувшихся с войны, ушедших на фронт из мест компактного проживания Абазин. Это второе издание, посвященное мужеству и героизму сынов и дочерей абазинского народа. 5 лет назад вышла книга «Вечная слава героям». За прошедшее время была проведена кропотливая поисково-исследовательская работа и возникла необходимость выпуска дополнительного издания. В издании опубликованы снимки с шествия бессмертного полка. Книга издана при финансовой поддержке председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Экзекова. А сейчас последняя информация от оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Ситуация на 2 мая следующая. За прошедшие сутки тестирования прошли 32 человека, у всех у них диагноз коронавирус подтвержден не был. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.